Привезли наш, брат заболел. Он лежал в больницу. Вот. В 1944 году, 18 декабря, умер наш брат. Его как умер? Сегодня, значит, я была у него. Он сказал: сестра, принеси мою одежду, я домой пойду. Когда я второй день пришла, брата уже забрали с койку, его не было. Там был старик один, бабай. Зашла, он сказал: садись, дочка, я сейчас расскажу тебе, как получилось. Вот, он сказал мне, говорит, в час, говорит, ночь пришли, говорит, нам дали, говорит, таблетку, а брату, говорит, сделали укол. В 4 часа, говорит, пришли, забрали его, говорит, без слова, без ничего. И я пошла утром, смотрю, койка брата нету. Я говорю: как это так, куда пошла моя брат? И это бабай мне говорил, говорит: дочка, брат умер, говорит, его убили, говорит, уколами. А нас, говорит, это таблетку дали, мы остались живые, говорит, а его забрали в море. Вот ищите там в море, брату. Когда я оттуда вышла, такой снег, босый, ничего нет, холод. Вот сестра пришла, сказала, что брат умер. Так и мы жили, пока добрые. Ну, где-то вот уже февраль и март, там и начали немножко согреваться. Нас все равно строили, в больницу увезли. Мы трое ушли в больницу. А в больницу понесли, что там дали? Морковку резали, там вскипятили и давали нам кушать. Ну, дал Бог нам здоровье, мы остались живыми. Бог помог нам. У нас тоже потому что трудно было. Когда пришла зима, у нас дома печка нет, одеяла нет, матраса нет, детей много. Мы тут сидели, отец работал хлебзаводом, он ушел на трава, дорога, снег. А там дрова был, на дороге чайхана, потом ходил он один угол и лежит, и там умерли. Мы не знаем. Ожидали, отец не пришел. Потом я хлопдал, отец на кармане был пропуска. Позвонили на дома. Иди, отец там посмотри, чайхана больная, говорили. Я ходил там, посмотрел, я отец похоронили на дорогу. Потом я взял ее рубашки, пришел дома, плачали дети все. И потом трудно было. Меня мама послали на рынок, там сапожники, я работал сапожником, немножко там он хлеб дает, принесли дети. Мать увезли.